Алхамдулилlah, дику, дику. Здравствуйте. Сейчас чуть-чуть подожду. Когда новые видео будут, будут. Добрый вечер, валикум ассалам. Душите. Здравствуйте, здравствуйте. Как вы? Все хорошо, по воле Всевышнего. Я сейчас в Вене, столица Австрии. Алхамдулилlah, дику Ингушетия. Все хорошо. Все под контролем. Все как надо. Ичкерик. Да, Малаири. Видите, тебя очень интересно. Малика, мне тоже интересно вот общаться с вами. Так, валикум салам рамталлахи баракату. Мухаммад, цавул бая, цавул вору, да мола, ворон, шек дамового. Валикум салам рамталлахи баракату. Так, бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Масарга салам машалду. Я приветствую вас. Вот. И решил выставить новое видео, выйти в эфир, прямой эфир из Вены, из Австрии. Валикум салам. Расул, да лучше бы ты не писал бы этот комментарий. Валикум салам. Я всегда говорил и продолжаю, и буду говорить, не надо вот затрагивать эти темы, тем более, когда это затрагивают управляемые Кремлем люди. Не к хорошему это идет, не к хорошему. Я не хочу ничего делить с ингушами и с другими братьями на Кавказе. Это все на руку Кремлю. Так, куда делись мои комментарии? Я их иногда теряю. Валейкум салам, Кавказ. Мухит, Байрактари. Имя, фамилия. Давай, Ландейла, Пучик Пушвак. Буду комментарий о языке. Хатурбан Чулля Лагуицин, маршал Уа. Маршал, привет, Алла. Вот. Лено, комментарий язык. Туда цари халкар дашун. Но долше дигду. Тхоца хелчи хинашкар бо. Изам хашун. Валикум ассалам, Жамбулат. Насчет Жамбулат. Первый раз пишу в твой чат, все видео на твоем канале пересмотрел, интересно очень. Был ты в Старых Атагах и кого знаешь оттуда или знал? Ну, я знал много и в Старых Атагах, и во многих других селах. Вот. И сейчас как бы называть имена, перечислять, я не хочу. Особенно во время Первой войны
во время Первой войны. Я провел там много времени рядом с отцом, когда планировалась операция по освобождению Грозного. То есть штаб находился в Атагах в то время. Аслан, валейкум ассалам. Брат, ради Аллаха попроси ингушей и чеченцев, чтобы они не ссорились из-за этой земли. Аллах, для меня чеченцы, братья. Для меня тоже, как и свои чеченцы, как и свои ингуши, дагестанцы, карачаевцы, адыги и все другие на Кавказе, это и не только на Кавказе, это мои братья. Я не хочу, чтобы, и мы даже не имеем права вот делить, разговаривать о территориях, это моя земля, это его земля. Кто этим заигрывает, это понятно, если так подумать, кому это на руку, этому не надо обсуждать даже такое. Валейкум ассалам. Узбекистан. Явилась истина. Да, я знаю, что это бот кадыровского инкубатора. Са юхадуахал дахует, на хума двицердо шум шмаец, лилаец. Я кайхчи савулан укиячи, его лошавец. Так иран дешно что кайсаца юш, дохкай камил шдаца юш. Свой шеф егбен ходили еще. Ингушетия, сейчас зачитаю твой комментарий. Анзор Ажери дивіться так, видео курочки на хочу каек, свыга я их не из Telegram с привязкой. Да, я видел это видео и, честно скажу, недоволен. И почему я недоволен, вы прекрасно знаете. Я даже выставлял тут пост у себя на канале, на Фейсбуке, писал об этом, коротко написал. Я назвал имена, кто засланец, кто занимается провокационными действиями, работой среди чеченского общества. Это не понравилось этим засланцам. Вот. И они начали там говорить, что якобы я начал кому-то угрожать. Я нет, никому не угрожаю. И не хочу так угрожать. Я знаю, как это будет использовано, даже после того, как я даже ничего не сказал, они начали там писать под разными именами, под разными никами, что якобы я кому-то там угрожал. Неправда. Нет, неправда. Вот почему мне не понравилось это видео, Ингушетия, про твой вопрос. Я вызывал в Германии, в Берлине, вызывал на этот диалог. И сейчас даже вот стоя тут в Вене, зная, что командиры этой ячейки находятся здесь, в Вене, я им говорю, покажитесь те, которые вот пишут от чужих имен, от чужих никнеймов, встаньте вот передо мной, обсудите любую тему, или там покажите свое недовольство. Так что абсолютно нет проблем. Не надо вот так трусливо сидеть там под чужими именами, что-то писать и выдумывать. Я просто удивлен их фантазиям, что они говорят, что они придумывают.
Steg voilà, gradual da хуэтына дек алдиес. Охчул хумштыгыш. Видер социалка. Бока патриотш латаван. Док камилша дяша цаахум цагинаша. Я куичкера вообще хак беллах больше. Камилш да хитануш. مسخادم ولا خلي مسخاده وإيش تخلي مسخاده غادي نخلي باش يقام يوش شو كنت هذه شو دوتسيش Так, вот интересный вопрос. Зор, правда, что вы встречались с матерями Беслана? Как они себя вели с вами? С матерями тех людей, которые были убиты российским спецназом. Да, действительно, это так. Я несколько раз встречался, несколько раз общался. Ну и говорили, конечно же, говорили в первую очередь на эту тему. Абсолютно нормальная встреча была, нормальный разговор, который мне понравился. Так, Маркович Виктор. Анзор, вы недавно были в Венгрии. В этой стране также живут чеченцы из диаспоры. Ну, я слышал, что да, живут, в Венгрии живут чеченцы, но их немного там. Немного. Алейкум салам из Баку. Жамбулат Закриев, Аллах Рейсху, Ваймасана, Аллах Рейс. Я знал, а ты, так, сейчас, секунду. Ты знал, да, Анзор Магомеда Ютаева, молодой парень, да, Аллах Балдольцем. Да, знал, Аллах Балдольцем, Дик Антвар, Онахвар. Я его знал и даже помню, в некоторых событиях во время Первой войны были вместе какой-то период. Он был Шамилем Басаевым в то время. Алейкум салам. Дудаевцы, Собри Хилдиезвой, Берта Хилдиезвой, Берта Хилдиезвой, Собр Хилдиезвой, Ама Дерик Таала Диезвой. И це Олша, Дукдах Дина, Латваш Лаша Дига, Олш Дал Харица, Печки Прохал Магарха. Барт Хельждик до, Барт Балу Шведуй, Царцани со Берта Хил Реза, Дерши Духа, Цан Улли Дахвата Резу, Ама تيشن بوتسونا خي قيلخ ومش ليلوش بولنا تان ولس وقتات سبب صبرينا وعليكم السلام ديلي المشاكل وشاني الله على شوي مسؤول Алейкум салам, Дагестан. Сейчас посетить Великобританию есть в планах. Посещу, выйду вот так в эфир. Иншаллах. Все будет по воле Аллаха.
Так, Муса Мазаев, алейкум салам, Саваш. Насчет твоего вопроса. Мурат, я так и не понял, про которого Мурада ты говоришь. Раст, Бельгии. Анзор, как тебе в Австрии? Ну, я хотел бы заключительное видео сделать, но не сейчас я это сделаю. Я сделаю это чуть позже, расскажу обо всем. Но сейчас, что я могу сказать? Были теплые приемы, братские. Я провел много встреч с нашими братьями. Вот. Советовался, задавал вопросы, общался с ними. Так что, понравилось. Я не первый раз в Австрии. Я здесь бывал много раз. Так мне нравится Австрия. Нравится и города, и природа. Так, Ламанхо, говорят, появился. Валейкум салам, Ламанхо. Маша Вова. Сейчас мы будем гадать, явилась истина насчет Анзор, чем именно мог насолить Хангашвили, что на самом деле, что на самом высоком уровне преследовали ее. Знаете, они даже могут сделать такое, что могут взять и убить любого чеченца для, скажем так, устрашения. К примеру, когда вот начиналась Вторая война, то они совершали вот такие громкие преступления, убийства мирных жителей, пытаясь внушить страх. Самые такие, сейчас расскажу даже, к примеру, в Цацаньюрте связали молодых парней, потом подорвали их. В Мескерюрте живьем закопали людей. Тоже в Курчеловымском районе, но это было там в лесу. Там же тоже, я помню, у меня даже есть фотографии, имена, как закопали живьем старика. Это все делали российские оккупанты и их халуи. Вот. То есть все это делалось для устрашения народа. И сейчас для устрашения чеченского общества они могут там убить любого чеченца. Зелимхан Хангашвили, Аллах Азапобл Дельсон, как мы знаем, принимал участие в войне, воевал против российских оккупантов. Секунду. Ламанхо, Анзор Шила, Мяц, Веня. Ламанхо, Нохчумака, Алиас. Арнаха, Охчуай Хумшиаз Вашбунабу, Тарик Хеже, Координесун, Цельшия Хан, Целец, Шиляцпу. Шалушом, Хацпали. Wahrscheinlich, ins so nicht dagegen, dagegen hätte, nicht dagegen. Муса Мазаев, voice on Дубханин, социальная связь, класс. Andrew Phillips. So intervjuat van wees hoogstagete tafel. Engels patchaka. Да, мола. Так, сон халах сахитля халух эргу, сон номер цаха. Ма соцеги вечер сходит до инцмаха это.
Kozavu, Sovenu, Ibokudu, Suna Schutzolschketler, Erbog, ins Koza ist da Boch, es Weicher Boch, und Sun Schutzan, Hochstädter, Sun Schutzdegwaler, Schutzpanelder, nicht. Ravno video ide, pas Сацикхача, иншаллах. Давид Голдберг, вот насчет Хусейна ты спрашиваешь, который был Шамилем. Сейчас я вспомнить не могу. Я несколько Хусейнов знал, которые были Шамилем. То есть я конкретно не могу сказать, в котором ты говоришь. Привет, привет, Виталий. Я тоже рад видеть вас. Ва алейкум салам. Ва алейкум салам, Антала Брикату, Бусоба Пачхалк. Мага Евоев, да, у меня по ходу турне. Не по своим личным вопросам, а так решил выйти, повстречаться со знакомыми и вообще с людьми, с братьями, поговорить с ними, пообщаться, поспрашивать, узнать их мнение, сказать свое мнение. Иншаллах, а потом я более конкретно расскажу обо всем. Брек Зелимхан, Тумсо Сянга Уцага. Санек Урус, так, мое уважение к твоему отцу, полковнику Советской армии и президенту Ичкерии Аслану Масхадову. Сколько грязи на него вылили, но придет день, Анзор, и мы все узнаем правду. Преступники ответят по закону. Вот именно по закону. Придется ответить. Придется. Ларису, и мне очень приятно. Спасибо за такие теплые слова. Это враги. Что большего или лучшего они нам желают. Поэтому они делают свою работу, как скажет их хозяин. В Алханкале тоже взрывали парней. Да, я знаю, брат, я занимался... много лет я занимался сбором информации по геноциду, по преступлениям российских оккупантов. И знаком с этими фактами. Я просто не перестал все перечислять, времени просто не хватит. Аланя Герай, уважаемый Анзор, сын уважаемого президента. И турки, и Турция ждут вашего приветствия. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Турция и братья турки. Раз Бельгия, да, мне как бы попроще в этом. Я сейчас помолился и вышел. Иншаллах, увидимся. Иншаллах. Абу Бакар в Дагестане. Анзор, помнишь Ламбаду? Конечно, помню.
Еще с 93-го года, 4-го года, я помню, Али, Раза Пробал, Дольцин, Вала, это просто не передать простыми такими словами, насколько это мужественный человек был. Вот. Ишт, фундук. Так, Давид Голдберг. Набежали, не набежали. Я просто не хочу о них говорить. Да, было такое сегодня, мне пришлось написать их паническим движением, эти настроения. Надоели. Начали тут мне писать комментарии, якобы я где кому-то угрожал и так далее. Все это чушь, неправда. Просто вызывал их на диалог. Но никто ни в Германии, ни в Австрии не явились. А тут пустозвонить, тут особого мужества и не надо писать такие громкие комментарии. Спасибо. У меня тоже такое же отношение родное к вам, как к своим братьям и сестрам. Алейкум ассалам. Фантак. Немецкий матхая он. И там пиццу, окей, своих садович харчи пиццу. С амина мудаци. Всем пит. Английский, норвежский, дешно ждут окей, матпила. Цундера инс. Richtig окаш оли немцош. Рикти норвежский мата. Что дуку дешно шлюхца пердош. Амин. Да, Виталий Шворак, Ламбада, который говорил, ищите их. Алик, отводи ребят. Аллах разу пробовал дольше. Алхамдулилlah, у меня все хорошо. Так, Нохчу, Австрия. Да, я в Вене, в центре, в Австрии. Просто сейчас выбрал такое тихое место, а то там рядом машины, и вы не услышали бы то, что я говорю. Поэтому как бы нашел тихое местечко, чтобы выйти в эфир. Алейкум салам, Аллах рисую. Анзор, салам алейкум, пишет Алмаз. Как вы оцениваете роль спецназа БОРС в Первую войну? В Первую войну, так же, как и другие муджахиды, они мужественно сражались против оккупантов. Мне какое-то время довелось побывать вместе с ними в Шатое, это было 96-й год. У них на базах провел время рядом с ними. В то время, я помню, бомбили Шатое, Борзое. Вот. Так, Чечен про Анзор, брат, как ты думаешь, кто нашего президента Аслана Масхадова предал, чтобы его нашли так легко? Ну, знаете, мы воевали с такой страной, с большой страной, с ядерной державой, у которых есть технологии, есть опыт, хитрости разные. Вот. И я прямо скажу, коротко скажу, никто не предавал. Не было там предателей, сколько бы там ни говорили. Там даже говорили, что якобы Шамиль Басаев предал Масхадова. Ну, это все неправда, чушь.
Шамиль не предавал Асхаду. Аюби, Анзор, когда в Алирое зачистки были, 11 дней был там, ты имеешь в виду Вторую войну? Во Вторую войну нет, я не был там. Ну, выходили из Алироя, они после в то время и Новогрозного. Ламанку, ну да, Малика, да, некие хитрости. Хитрость тоже есть, но подлости больше у этой державы. Хотя с этой державой сегодня не считается в мире. Эта страна уже на каком-то там 10-м уровне. 10-м уровне. Хорватия, привет. Так, Ламанхон. Сегодня под видео Курочкиных читал комменты и был удивлен. Эта Шарашкина контора уже начала там писать, что Масхадов Аслан виновен во Второй российско-чеченской войне. Вот эта Шарашкина контора, вот эта ячейка со своими агентами пытается выставить чеченское сопротивление и радикалами, и экстремистами. Вы понимаете, вот какая-то подлость. И пропускает вот эти все комментарии, хотя эти комментарии они пишут сами, как бы очерняя власть Ичкерии, руководство Ичкерии. То есть это те же самые Яндарбиев, Масхадов, Садулаев, потом Дока Умаров. Вот. Такое у них отношение. Бог Тешенберг. И я считаю, и как сегодня в тексте писал, почему, к примеру, молчит Ахмед Закаев, почему молчит, например, человек, который здесь живет, в Вене, Исхан, почему ни слова не скажет против этого. Иду сун таганца, таямшин хич. Потому что эти люди стали рядом с Закаевым, потом создали такую ячейку свою. Вот именно, очерняют, пытаются. Называют себя там адвокатами, чуть ли там не политиками, хотя их место где-то в чат-рулетке. Василий Долотрев. Привет, привет. Добро пожаловать. Ну, Ламанхо, вот он пишет, Ламанхо пишет, Анзор, думаю, Закаев скажет, надеюсь, что он не будет молчать. Это долг, он должен сказать это. Сказать, кем они являются. Вот, ну, я их перечислять сейчас не хочу, вы сами хорошо знаете, от Гамбурга, Берлина и до Вены. То есть надо рассказать про их высказывания. То есть было бы хорошо, если бы Ахмед Закаев выступил с этим. Рассказать про их деятельность, кто они, что они из себя представляют. Paldies. Allah rescue Masul Wadu Shaladeka.
Алейкум салам. İslam, Gülhayev. İslam. Uduciga, yaşluşo. Marshall Vulaciga, Masaga. Nicije Marshall da je leder sa Marshall. Šugadu Marshall Venier Avstrija. Алмаз, ты, алейкум салам, прошу ответить на мой вопрос. Я из другой страны, интересуюсь чеченской историей после песен Муцураева. Почему и вы, и Тумсо особо не хотят о нем рассказать, что о нем слушали? Я не знаю, я за Тумсо говорить не буду, не могу, но за себя скажу, потому что я не знаю, где он сейчас находится, я не знаю, чем он занимался. Я имею в виду вот в последнее время, то есть мне рассказать нечего. То, что могу вспомнить, да, он пел песни, многие до сих пор любят слушать его песни, и принимал участие в войне, когда-то, ну, в то время еще. Ну, вот об этом только могу рассказать. Да, Василий, я Веня. Веня, жду. Жду реакции, жду комментариев некоторых людей. Ну, я сегодня выставлял обращение, можно сказать. А так у меня тут проходят встречи, встречаюсь, как я говорил уже. Жду люля. 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 Люля кебаб. Так, валейкум салам. Анзор, ты помнишь министра торговли при Масхаду и Густав Грей? Конечно, я их всех помню. Всех помню. Кто-то погиб, Анзор, прошу ответить на мой вопрос. Я из другой страны интересуюсь. Ну, я уже ответил на этот вопрос. Ларесу. Шамсудин. Так, я здесь. У меня интернет просто пропал. Интернет пропал. Санек, Урус, Анзор, как ты считаешь, может ли Россия снова стать державой и жить в хороших отношениях с независимой Ичкерией? Лично мое мнение, так, ну, я за стабильную Россию, и чтобы в этой стране были люди, которые думали бы за свой народ, беспокоились бы за свой народ и строили бы добрые соседские там отношения со всеми вокруг, со своими соседями. То есть я за стабильность.
с таким вот поворотом, с такими вот людьми попал. Ламанхо, Айса Медаев. Ламанхо тут прав. Я поддержу Ламанхо, что там такие вещи, которые вообще не нужно делать или говорить. Ну, это что у вас подается. Ва алейкум салам. Аль-Фарис, Анзор, ты помнишь жалкий Бетергириев, Ломаев? Да, помню. Хохтам я доехал халерка, Аллах разит был дольцин. Помню. С Веденского района он был. Про турне говорите? Да. Шамсудин, да, вот ты, кстати, спрашивал, если есть вопрос, задавай. Есть свободное время. Я обязательно отвечу на него, иншаллах. Так, наверное, свет лучше. Алейкум салам, Киев. Холодно. Так, Чечня еще война будет. Но это не от нас зависит. Мы не за войну, мы за мир, мы за стабильность, мы за мир во всех странах. Мы ни к чему другому, кроме мира, не призываем. Но это зависит от соседа нашего, от соседа, непредсказуемого соседа. Вижу, наш Исмаила. Вижу, наш, да. Вовы, обох. Стенгадуешь. Так, валейкум ассалам. Скажи, ты любишь говорить правду? Если да, то я хочу задать тебе один вопрос. Руслан, валейкум ассалам. Я всегда говорю правду. И буду говорить, иншаллах. Задавай вопрос, ответим, как есть. Аюби, Анзор, день ука хилли цахили. Дева маквардин суни гамиуш хилла делуш тегдади на карцеве ла шунгуш лухтан со кар велавац есо خيرين يحقهم دين ساسات نيцкого يوم шлом умер не умер воинцаха вымасли дудал динчун вареза да алхамдулилlah ишт сегодня ты по всему миру один двигаешься, а они даже по своему селу не могут, да, не могут. Все это сада вац консуля. Вац.
Ben şu an vecli bu. Vecli bu. Ama dagayta olmasın bazen. Sen dagayta da. Ve aleyküm assalam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Efirdeki ne baya? Ye bu çok yazıyor da yok ise Allah. Так, сколько у нас время? Читаю комментарии ваши. Вот свободная страна. Никто ничего не говорит, не унижает. Вот. Свое мнение можно сказать в любом месте. Вот. Вена, Австрия. Алейкум ассалам. Скажи, пожалуйста, про свое участие в боевых действиях. Какое было самое крупное столкновение, где ты участвовал? И какие ощущения испытывает человек в такой ситуации? Так, брат, алейкум ассалам. Я коротко говорю. Я коротко всегда так говорю, и, конечно, не на публику, я этим как бы не прикрываюсь, я не говорю, что там я воин, но свое участие в российско-чеченской войне, да, я принимал участие. И принимал ради Аллаха, не за президентов, не за лидеров, как обычно любят говорить, там, не за Дудаева, но я его очень уважал. Вот так вот. И те люди, которые сейчас дома, считают себя властью, там, любят вот говорить, что вот Анзор не участвовал в войне. Да, участвовал. И они это прекрасно знают. А сейчас, что я говорил, где я стрелял или не стрелял, или что я делал, конечно, я это не буду говорить здесь в эфире. Я не настолько глупый. Ламонхо. Цунти ажинеа, цунти цита, цункратита. И Ичкери Мацьёйзена вылупился сейчас. Анзор, что говорили, РВ пишет, Анзор, что говорили исламские ученые в те годы, в 94-м, 99-х годах по поводу войны, если можно, Анзор из первых уст, как говорится. Я был с отцом и в Саудовской Аравии, и в Арабских Эмиратах, в Турции, и дома, на своей родной земле. И во время встреч с исламскими учеными, и ну, то, что я помню, например, ты спрашиваешь по поводу войны. Все они говорили, что это газоват, то есть священная война. Мы, конечно, и не сомневались в этом. Может быть, не священная, если враг пришел на твою землю, стал разрушать твои дома, дом, убивать родных, братьев, сестер, матерей, родственников. И раз уж ты встал против них, то, конечно же,
это священная война. И все народы столкнулись с такой проблемой когда-то с агрессией, с оккупацией, и они тоже называли эти войны священными. Так что тут удивляться не стоит. Алейкум ассалам, алейкум. Это я к машинам пошел. Шумят. Шум. Так, Аль-Фарис. У меня дома висят портреты моих президентов Джахар, Арслан, Зелимхан, Абдулхалим, Довка, Аллаху Акбар. И мои дети знают, какие они были онкой. Мы сегодня должны учить наше поколение, рассказывать о наших героях, об их героизме, почему они встали на защиту своей Родины, не жалея себя, своей жизни. То есть это наш долг учить наше поколение правильной истории. Ты сказал, что дома у тебя висят портреты. Да, это наши лидеры. Аллах вас поблагодарите на силу. Дамир Юпов. Анзор, какие были отношения между Дудаевым и вашим? Что ваш отец был самым преданным и приближенным человеком к Дудаеву. Мой отец, будучи еще в то время начальником главного штаба Вооруженных сил Чеченской Республики Ичкерия, он, конечно же, относился, я про отношения как к своему президенту, уважал его, считал его учителем своим в этих некоторых вопросах, скажем так. И всегда оставался, был надежным ему, надежным, как брат, как подчиненный. Джахар был главнокомандующим, мой отец в то время был начальником главного штаба. Ва алейкум ассалам, Магомед. Абу Бакар Аль-Дагестане, что о Мавладе скажешь? Ну, ты написал имя, было бы хорошо, конечно, если бы ты написал и фамилию, то мне было бы легче сказать свое мнение. Ну, мне, в общем, дай-ка я сяду, наверное, вот так. Сейчас. Как мне ножки сейчас не хватает, но ничего. Ва алейкум ассалам. Шимов. Анзор, я русский, но я уважаю вас. Но почему вы отрицаете массовые притеснения русских в 90-х годах в Чечне? Ну, я тоже уважаю многих, все народы, многие народы. Ничего против какого-либо народа я не имею, не хочу говорить.
А вот насчет массовых притеснений, это поменьше надо читать книжки разных издательств российских, где они их напечатали. Напечатано с одной целью, чтобы очернить наш народ, чеченский народ, обвинить нас в этом, что мы притесняли русских у себя на родной земле. Такого не было. Если уж были, то были обычные преступления. Например, возьмем город там, Курск, да, там было больше преступлений, чем у нас в нашей республике. Вот. Или даже возьмем любой другой город. Там было больше преступлений, чем в Чеченской республике Ичкерия. То есть это выдумано, это неправда. Не было такого. Не было таких массовых там притеснений. Мы были за то, чтобы русские наоборот жили у нас, и мы не были против этого. И я даже скажу, что наоборот, во время войны, когда российская авиация и артиллерия бомбили Грозный и другие населенные пункты, то от этих бомб и ракет чеченцы, русские, там, армяне были, ингуши, дагестанцы, много национальностей, все они прятались в одном подвале вот, от этих российских бомб и ракет. Вот так вот. И десятки тысяч русских, вот как я перечислял, и других национальностей, десятки тысяч этих мирных жителей были убиты российскими оккупантами. Так, я, наверное, скоро уже буду завершать, и у меня батарейка сейчас садится. 15%, что ли, 10, по-моему. Совсем вы не заметили меня в помнишь, насчет Мавлади Удугова, да, в Бакар-аль-Дагестане, ну, я очень давно его не видел и очень давно с ним не общался. Я даже не знаю, где он, но я знаю, что он работает, если Кавказ-центр работает, это, ну, все знают все, значит, он работает на этом сайте. А так я ничего сейчас не могу сказать, как бы добавить. Анзор, Мануэл, так, я скоро уже буду выходить из эфира. Анзора, когда наши вошли в 6 августа 96 года в город Грозный, этого Кокиева поймали в плен, или что было насчет него? Чуть-чуть расскажи, а это была. Ну, так, если коротко сказать, я не слышал, чтобы Кокиева брали в плен. Брали в плен его людей, которые были рядом с ним, а также шейха Арсанова. И после там просьб их отпустили на волю. Его, этого шейха, отпустили на волю. Ну да, вот именно я говорю, не было никаких притеснений, массовых притеснений русских. Не было такого. Я даже никогда не слышал каких-либо призывов, что вот там русских надо убивать, к примеру. Вот такое было бы, тогда можно было бы назвать это уже массовым притеснением русского населения. Я об этом даже целое видео снял. Так, Ламанхон, Худовой.
Головы, хухазларом. Так, ну еще раз заканчиваем это видео. Я в Вене, в Австрии. Если кому надо, то я здесь. Я в первую очередь сейчас говорю про тех, которые там пишут всякие писульки в мой адрес. Сейчас отцелцач, ох, хумшхита, шейцерцани гучадоли, гучадоли, диепамен. Ох, чай дес, конечно, Словения ушун, шукузаду, паз узаца лучше, а гучдол. Камел голина и чуа язина. Окецелени, хичацелени, дева бирини дахуэтен, камел амбина, садил океялак. Мин Словения ок, садили камела. Любой камел де, сокичаву. Но цахамду с икон хуя, шейсина штат дельбо кон хуя, цан хумбо тогда. Делла, ком хуя будешь. Так, Mohammed Technology Innovation. Ладно, чуть-чуть подожду и пойдем. Ты говоришь, опоздал. Ну как я могу уйти уже? Рад тебя видеть, брат. Да, 5% осталось. Ну, выжму чуть-чуть и лучше попрощаюсь сейчас, чем выключится все. Брюссель или Амстердам не заедешь, Анзор? Возможно, заеду. Я был во многих странах, много встречался с людьми. Вот. Ничего, все будет хорошо, иншаллах. Дигду, Аллах, рейсфиль масана. Я прощаюсь. Желаю вам всего хорошего, мира. Спасибо вам. Аллах, рейсфиль масана. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.